Вот здесь шрам, под глазом тоже, он все еще опухший. На шее здесь, и с этой стороны на шее. Тохир Султонов показывает многочисленные шрамы, только на лице их у него 7. Рука, которую он отбивал удары ножом, практически не слушается, несмотря на то, что со дня нападения на него военнослужащего 201-й военной базы уже прошло 5 месяцев. 20-25 дней лежал в реанимации, потом дома. Врачи говорили, что я должен лежать 2 месяца. С тех пор без работы, все время дома, редко выхожу. Нападение произошло в августе в дневное время. Тохир, работающий частным извозчиком, подобрал российского военнослужащего Дмитрия Толстого в Душанбе и привез в окрестности города Курган-Тюбе. По дороге, не доезжая до населенного пункта, контрактник 201-й базы притворился, что ему плохо, и попросил остановиться. По словам пострадавшего, все произошло на вот этой вот автобусной остановке. Дмитрий Толстой нанес Тохиру удар ножом в бедро и пытался скрыться на его автомобиле. Молодой человек хотел ему помешать, из-за чего машина перевернулась. Военнослужащий 201-й базы вылез из нее и нанес Тохиру еще 17 ударов ножом, пытаясь его убить. Однако его спугнули проезжающие мимо автомобили. Люди стали останавливаться, выходить из машин. Сам Тохир сюда приехать не смог, чтобы подробно восстановить картину событий. Дело в том, что сегодня достаточно прохладно, а у него в такую погоду сильно болят шрамы. Раны хоть и оказались опасными, но жизненно важные органы не были задеты, и молодого человека вовремя госпитализировали. На лечение отец Тохира Мулураджаб Султонов потратил все сбережения и влез в долги. По его словам, чтобы расплатиться, сегодня он подумывает заложить дом. Все остальное имущество он уже продал. Здесь у нас было 2 коровы. Продали их, чтобы оплатить лечение. Помимо расходов на лечение Тохира, семье нужны еще и деньги на лекарства матери молодого человека. У нее цирроз печени, и она не может встать с постели. Мулураджаб попросил не снимать ее на камеру. Пожилая женщина до сих пор не знает, что случилось с ее сыном. Даже когда он был в реанимации, я ему звонил. Он говорил матери, что с друзьями отдыхает на севере страны. Стал выговаривать слова так, чтобы мать не поняла, что что-то не так. Она все еще не знает. Боимся сказать, потому что в таком ее состоянии мы ее потеряем. Семья Тохира, он, отец, мать, супруга и ребенок живут сегодня на зарплату Мулураджаба – $51 в месяц. Иногда помогает старший сын, высылая деньги из России. Но у него есть и своя семья, так что больших сумм выделить не может. Сам Тохир пока полностью не восстановился, да и автомобиль нужно ремонтировать. Также один раз, сразу после происшествия, помощь оказали военнослужащие 201-й базы. Встретились с командиром роты Дмитрия Толстого. Он сказал: вот я и солдаты скинулись по 1000 рублей. 30 000 вышло. Это вам. Я не хотел брать. У этих солдат есть свои семьи, они не виноваты. Но врач, который был со мной, сказал: бери. У семьи Султоновых надежда только на решение суда. В ходе судебного разбирательства они будут просить компенсацию в 400 000 рублей и ремонт авто. Этих денег, по словам Тохира, хватит на то, чтобы расплатиться с долгами и прожить некоторое время, пока он не сможет снова работать. Но судебный процесс над Дмитрием Толстым, по словам частного извозчика, начнется только в марте, а до этого времени им надо на что-то жить. 201-я российская военная база не будет обжаловать просьбу о компенсации, хотя выплатить ее может только после получения постановления суда, говорят военнослужащие. Это не единственное преступление, совершенное российскими военными на территории Республики Таджикистан. В прошлом году 2 контрактников убили таксиста, перерезав ему горло, чтобы не выплачивать долг в 51 000 рублей. В ноябре 2015-го на территории Душанбинского гарнизона русский офицер в состоянии алкогольного опьянения убил 22-летнюю девушку, с которой познакомился в ночном клубе. Анушер Вон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.